26 мая 1992 года было издано постановление правительства Республики Саха-Якутия об увековечении памяти профессора Георгия Прокопьевича Башарина. В одном из пунктов постановления было сказано об учреждении в Институте языка, литературы и истории Музея истории и науки Якутии имени профессора Башарина. Наш музей призван показать как единый неделимый процесс историю развития академической науки в Якутии, начиная с XVIII века, с первых экспедиций Академии наук и до наших дней, как единый процесс. Таким образом, материалы о жизни и деятельности Георгия Прокопьевича Башарина мы стремимся показать нашим посетителям как бы в контексте всей истории науки Якутии. Будучи студентом университета, делал доклады на разные темы и участвовал в общественной работе везде, как отец. Отец был общественником. Вот. Он всегда говорил, студенты должны быть общественниками, они должны заниматься в этих научных кружках и так далее, читать лекции и прочее. Вот. И поэтому я после окончания учебы на медицинском факультете поехал в Москву на рабочее место и в срок защитил диссертацию. Вот как он обрадовался, как он обрадовался. Я диссертацию защитил в декабре месяце и приехал прямо перед Новым годом. Он встречал меня в порту вместе с мамой, принес это пальто. И я впервые вышел, тут было 55 градусов, туман. Я же отвык от этого, так холодно оказывается, так. Обычно обедали вечером, часов в 6-7 вечера после работы. И он нас экзаменовал, меня, брата, сестру Наталью, задавая вопросы такие по русскому языку. Тогда, видимо, заронил что все должны быть образованными. Без образования никуда. На самом деле он так и говорил, что надо получить обязательно высшее образование. В 1987-1992 годах, то есть я один из последних, получается, его студентов, можно сказать, которых он обучал. Особенно мне запомнились его первые лекции на первом курсе о методологии исторического исследования. Вот это, наверное, был его такой авторский курс, где Георгий Прокопьевич нам, молодым еще тогда, первокурсникам, объяснял, что такое историческая наука, какое она имеет значение не только для учителей, а вообще для историков, для обществоведов. Но, конечно, его основной интерес лежал в области социально-экономических отношений. Он изучал общественный строй якутов, не только якутов, также и русских крестьян, малочисленных народов Севера. Он занимался вопросами имущественных отношений, развития хозяйства, в частности, истории земледелия. Конечно, его труды составляют золотой фонд не только отечественной, но и мировой науки. Как говорил его сын, профессор Карл Георгиевич Башарин, этот труд его теперь хранится в одном из, по-моему, итальянских, по-моему, в Риме в самом находится, в библиотеке Рима, и является одним из действительно работ, которые входят в золотой фонд историков мирового уровня.
70-е годы был зенит развития исторической науки Якутии. Пришли новые ученые, молодые ученые, Анатолий Игнатьевич Гоголев, Никита Деевич Архипов, Семен Николаевич Горохов, Семен Ипатьевич Ковляков, Николаев Николай Степанович и другие. В это время развитие получило археологические исследования, этнографические исследования. Из среды студентов выделялись Федор Федорович Васильев, Розалия Иннокентьевна Бравина и другие. Они впоследствии стали и все учеными. У него существовал своеобразный кружок. Это не научное какое-то объединение. Кружок людей, которые кучковались вокруг Георгия Прокопьевича, вокруг личности Георгия Прокопьевича Башарина. Это были люди совершенно разные по характеру, по своим интеллектуальным, профессиональным интересам. Это были историки, филологи, особенно литературоведы, понятно. Это были поэты, писатели. И вот, казалось бы, такая разношерстная публика, они все говорили об одном: как развиваться якутскому народу, как развиваться его культуре, образованию и науке. Вот чем они были заняты в своих разговорах и дискуссиях. Это был разговор единомышленников, людей, которые говорят об одном, об одних целях и задачах. И поэтому эти разговоры были направлены на пользу народу. И они были направлены на пользу нам, молодым тогда людям. И мы впитывали все это, то, о чем говорилось в этом кружке, в объединении людей. Еще один феномен профессора Башарина – умение объединять людей разных специальностей, разных интересов научных, да и жизненных тоже интересов, объединять вокруг себя и направлять их на решение насущных для народа, якутского народа проблем. Георгий Прокопьевич был гуманистом и пламенным патриотом России. В своей последней речи на юбилее, который состоялся в Русском театре, он сказал: многоликому, но дружному народу нашей республики желаю, чтобы все народы Якутии дружили с Россией, с народами Российской Федерации. Это наша Россия, это наша любимая, исконная, великая Родина. Главная задача – это значит, дружбу укреплять, так? Главная задача. Эта задача, говорит, общественно-политическая, социально-психологическая и этическо-моральная задача на все времена. Ну, я думаю, что он оставил большой след. Вот мы сейчас находимся в музее имени Георгия Прокопьевича Башарина, смотрим его труды. И самое главное, он сумел все-таки возрастить своих последователей. У него, мне кажется, где-то под его руководством 20 кандидатов наук, доктора наук есть. Он оставил после себя эту плеяду ученых, которые продолжают как его дело, так и дело нашего государственного университета.
пользуясь случаем, в дни юбилея 110-летия со дня рождения Башарина, мы бы хотели обратиться прежде всего к молодому поколению с призывом изучать научное наследие, биографию профессора Башарина, потому что она является тем порталом, который способен вывести нас к пониманию самых значимых тем современной жизни.